Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину, вашего мужчину, и узнаем, какова будет его реакция и что он будет делать, если вы от него уйдете. Я думаю, что вам тоже будет очень интересно узнать. Загадайте, пожалуйста, на мужчину и обязательно его позовите. Вот прям мысленно позовите его. Хотите и вслух позовите, да? Пусть придет, пусть все нам покажет и расскажет. Так, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а вы часто ругаетесь, да? Кто-то вот прям недавно плакал из-за этого мужчины. Вот знаете, как я ощущаю? Я ощущаю, что вы в последнее время прям совсем начали много ругаться. Либо как холодок даже между вами в последнее время очень такой серьезный пошел, как арктический ветер подул. Вы, кстати, об этом вопросе, уйти, не уйти от мужчин, очень часто в последнее время думаете. А кто-то прям уже на чемоданах сидит и думает, ну все, вот сейчас еще последняя капля и прости-прощай. Прям слезы женщины, да, у кого-то прям физически постоянно слезы из-за него, а кто-то в душе страдает из-за этого мужчины. Очень страдает. Знаете, я сейчас такую вещь скажу, но только вы держитесь. Ваш мужчина не понимает, вот не понимает, что он делает не так. Ему кажется, что он просто идеальный. Вот со всех сторон, ну не мужчина, а золото. Вот, типа, что ей надо? Что она там бесится? Что она от меня хочет? Я вот все делаю, я работаю, там, чем-то занимаюсь. Да, если там вы в браке, проживаете вместе, он думает, ну я же семью содержу, да, ну что тебе еще надо? Там, живи, там, типа, ищи, будь счастлива. Что ты там меня ковыряешь, цепляешь? Да. Кто в любовных отношениях с этим человеком, ну вот как бы он не свободен, он то же самое думает, ну вот что же ей надо, я же к ней прихожу, да, там 3 раза в неделю, четко по расписанию, себя ей дарю, да, там ей чем-то помогаю, там, хотя бы морально ее поддерживаю, да, что ей еще надо, что она от меня хочет, почему она все время такая злая, там, либо какие-то претензии кидают в мой адрес, вообще не понимает, что он делает не так, абсолютно, абсолютно. У него голова, как, знаете, пустая вышла. Пустая, и в голове, ну, такой один огромный вопрос. Типа, что ей надо? Все, точка. Так. С вашей стороны вижу действительно обиду. Он вас действительно обижает либо своими поступками, либо своим отношением. Ну, понятно, что от хорошего мужчины ни одна женщина не уйдет, да, даже самая глупая. Правы ли вы, что хотите от него уйти? Ну, отчасти да, вы правы. Но вы хотите ведь от него уйти не потому, что вы его не любите. Скорее, как вы его проучить хотите. И хотите, чтобы он понял, как это больно, да? Больно, когда ну вот нет его рядом, когда игнорят, когда не принимают всерьез. Вы это хотите, как доказать ему, да, проучить его вы хотите, ну в большей степени. Да, конечно, есть женщины, которые ну, от мужчины злобного страдают, но их ну, крайне мало, слава богу, может быть 1-2 максимум, там где мужчина как угнетатель, тиран присутствует. Вам кажется, что вы в нем ошиблись, да? Вам кажется, что не того полюбила, да? Не с тем связалась. Бесчувственный, черствый он идет. А у кого-то отыграется, что вы его обвиняете в том, что он не развивает ваши отношения, в том, что он ничего не хочет, ничего не добивается, да? Сидит на попе ровно, как бы его все устраивает. А вы хотите больше, вы хотите роста.
вы хотите развития, вы хотите лучших условий, там, лучших возможностей для себя, для детей. А ему как бы все равно, да. Ну, вот что будет. Вот что будет. Знаете, в чем ваша проблема? Вы слишком умная для него. Вот. Вы слишком умная. Будь вы немножечко поскромнее своих умственных способностей, у вас бы было все прекрасно. Все прекрасно. Но вы не такая. Вы не такая. Ну, не такой вас создал Создатель, да, и природа наделила вас действительно серьезными качествами. Ваш мужчинка этого и не видит, и не понимает. А даже если что-то подозревает, он как бы старается от этого абстрагироваться. Да? Ну, кому ж охота себя признавать дурачком? Никому. Девочки, давайте договоримся так. Вот смотрите, в ваших мыслях, вот относительно вашего будущего ваших детей, вы абсолютно правы. Абсолютно. И да, вам этот мужчина не нужен для того, чтобы стать счастливой. Вот не нужен и все. Поймите. То, что вы его любите, это другой вопрос. Он, к счастью, никакого отношения не имеет. Вы понимаете, можно любить, быть любимым человеком, быть абсолютно несчастной женщиной. Абсолютно несчастной. Страдать, плакать, там, терпеть и прочее, прочее. Любовь и счастье – это разные вещи. Вот когда они вместе идут, ну это большая удача, да? Редко так бывает. Вот. В данном конкретном случае он не есть ваше счастье. Да? Любовь к нему не делает вас счастливой. Не делает, абсолютно. Но вы правы, что вы хотите вырваться из тех условий, в которых вы находитесь. Либо вырвать даже своих детей, да, куда-то вот переместить, перевести, дать им лучшую жизнь. Вы абсолютно правы. То, что он этого не понимает, ну как бы не срабатывает, понимаете, нейронная связь, у него там перебои с этим, да, не все сигналы там улавливаются, не все эти как коннекты происходят, не все схвачено, что-то где-то оборвано. Ну так бывает, так бывает. Кстати, если у него травма головы была, вот это причина, на то, что немножко он дураковатым стал после этого. Ему бы хорошо витамины для мозга попить и, может быть, даже какую-то терапию пройти. Вот. Здесь именно вот из-за физического воздействия мужчина немножечко как потерял в интеллекте. Если травмы никакой не было, ну, значит, немножко обделенным. Немножко обделенным он родился. Да? Тут скорее как генетика виновата. Не те гены передались, либо изначально генотип был немножечко как дефектный. Вот. Стоит ли вам от него уходить? Пока нет. Пока однозначно нет, пока вам уходить от него не стоит. Кем бы он вам ни приходился, мужем, любовником, либо просто там, приятелем, не стоит пока рушить эти отношения. Абсолютно не стоит. Я вижу у вас ситуацию, когда вам будет нужна его помощь. Именно его помощь. Может быть финансовая, может быть чисто физическая. Да? Он должен будет вам помочь. И это не шкурный вопрос, абсолютно нет. Смотрите, с одной стороны, вам нужна будет помощь, а с другой стороны, это у него шанс себя проявить и хоть какой-нибудь минимальный плюсик заработать в свою карму. Вот для этого будет ситуация. Пока не оставляйте его, не бросайте, пусть помогает. Пусть помогает и пусть делает и вам, и себе хорошо. Что будет, если вы его оставите? Ну, допустим, да, это случилось, вы его оставили, собрали вещи, детей, хлопнули дверью, либо его вещи там скинули с балкона, вы его оставили. Что будет? Он сразу пойдет пить. У него одно лекарство – алкоголь. Даже если он у вас не пьющий, спортсмен, там, не знаю, атлет, он все равно пойдет и нажрется, это точно. Вот. У кого-то прям может отыграться, что уйдет в запой. Очень продолжительный запой с медикаментозным выходом из этого запоя. Ну, у кого-то прям и будет и пить, и тосковать, и грустить, и мстить. Мстить он будет с другими женщинами. Да. Потому что ничем другим отомстить он вам не может. Он знает, что вы женщина верная, что вы женщина преданная. И превыше всего вы цените в человеке именно верность. Верность, да, предательство вы никогда не потерпите, сама предавать не будете.
Вот, но он как бы на это и будет бить. А как ему сделать вам больно? Никак. Абсолютно никак. Только этим он может сделать вам больно. Что будет потом? Потом будут отходники, потом будет раскаяние, а потом наш мальчик поползет, да, либо побредет к вашему дому. Что бы он там из себя не строил, как бы он там себя не вел, какие бы слова он там вам не говорил, без вас он никто, и звать его никак. Без вас он пропадет. Он это понимает, ощущает на интуитивном уровне, на уровне подсознания, сознания, все это он знает. Как бы он там ни кичился, нет, без вас будущего нет. Нет счастливой жизни, нет спокойной жизни. Без вас все рухнет. Но представьте, ваши отношения — это такой сложный механизм, где самые основные там болтики, винтики, элементы — это вы. И если вас изъять из этого механизма, останется пустая коробочка, у которой даже опоры не будет. И все, как карточный домик, оно вот сложится. Вам это очевидно тоже. Так и ему это очевидно. Он, кстати, впервые вас это понял. Знаете, как говорят, попой почувствовал. Да? Такое вот он у вас. У него выраженное чутье. Я не могу назвать это интуицией, это больше похоже на чутье. Знаете, животные обладают чутьем. Как бы мозг у них не настолько развит, как у человека. Хотя есть представители животного мира, которые дадут фору любому человеку. Но в целом, если брать животных как вид, все-таки у них послабее будет разум. И они опираются на низшую форму интуиции — чутье. Так и говорят, животное чутье. Вот. Ну вот ваш мужчинка именно этим чутьем и обладает. Я же говорю, немножечко как генофонд порченный, да, либо как-то гены какие-то не совсем сформированные, либо чего-то не хватает. Вот и все. Вот и все. Он будет ходить за вами хвостом. Он будет сидеть на вашем, не знаю, пороге, у вашей двери. Он будет проситься обратно. Будет. А как он это будет делать? Сразу хочу сказать, некрасиво. Некрасиво. Знаете, есть мужчины, которые там пытаются выпросить прощения, делают какие-то широкие жесты, красивые цветы, там, красивые слова. Там есть мужчины, которые всплакнуть могут, да, там, слезу пустить, скупую мужскую, типа «прости, видишь, как люблю, аж до слез люблю». Этот нет. Этот будет начинать за здравие и, как говорится, заканчивать за упокой. То есть он начнет там «прости, хочу обратно», и вы ему говорите «нет, дружочек», и он начинает вот всякую гадость говорить про вас. Вот так он будет делать. Ну такой, ну насколько его хватает, вот так он и будет поступать. Девочки, если вы хотите действительно уйти и, как говорится, раз и навсегда с этим человеком попрощаться, то здесь должен быть как минимум побег, секретный, хорошо и тщательно подготовленный. И желательно, ну, как максимум в другую страну, а как минимум в другой город. Другой город. Это жвачка, которая прилипла к волосам. Вы простите за такие сравнения, но я хочу, чтобы вы четко понимали, что вас может ждать, если вы уйдете от этого человека. Очень трудно вам будет с ним расстаться и развязаться. Он может ходить к вам на протяжении нескольких лет. Понимаете, он будет мешать вам строить вашу личную жизнь, отгоняя от вас потенциальных женихов. Вот, и вам покоя давать не будет. Это будет нервотрепка. Просто нервотрепка. Поэтому я вам совет дала. Я надеюсь, что он вам никогда не понадобится. Просто видя ваше эмоциональное состояние, вашу нервозность, вот, я вам посоветовала, да, хорошенечко подумать и немножечко еще подождать. Если вы с этим мужчиной останетесь, что вас ждет и что будет? Ну, во-первых, нервы он еще потратит, но он такой, он без этого не может. Это часть его. И нервотрепка — это часть вашей жизни вместе с ним. Но он будет меняться. Пусть не сразу, пусть не мгновение ока. Да, на какое-то время ему потребуется на то, чтобы меняться. Идеальным, конечно же, он никогда не станет. В принципе, идеала в мире не существует. Но вот к каким-то завышенным стандартам он может приблизиться. То есть время
его будет обтесывать время и ваша умелая рука. Хватит ли вам терпения на весь этот процесс? Это другой вопрос. Ну, действительно, да? Без терпения как бы вы что же не железная, вы что же в любой момент сорваться можете. Вот. Поэтому он не пропащий, есть над чем работать. Если у вас есть желание, если у вас есть мотивация, если вы четко понимаете, зачем он вам нужен и зачем вам тратить ваше драгоценное время, молодые годы, ну, как говорится, вперед из песней. Он может добиться определенных высот, как и в работе, в карьере, так и в нравственных началах. Он может. Трудно, но возможно. Вот. Бросить, оставить, ну, это самое легкое. Это очень легко. Хотя в данном случае будет, если вы не последуете этим советам, бежать и бежать подальше, будет непросто. Так, совет вам на сейчас: не торопиться, хорошенечко еще все обдумать и дождаться момента помощи от него, да, потому что ситуация, ну, она уже где-то вот прям буквально там, в течение недели-двух произойдет, да, когда нужна будет его помощь. Вот, а потом будет видно. Потом будет видно. Кстати, вот кому-то хочу из вас порекомендовать провести эксперимент. Попробуйте сделать пару чисток на этого мужчину. Вот именно чисток, магических чисток, либо восковых чисток. И посмотреть, как они на него влияют. Если у него будет ломка, то есть, ну, как агрессивить начнет вот как дурачок себя вести, там, из угла в угол слоняться, там, какие-то жалобы могут быть там, на состояние здоровья, значит, он еще у вас и под негативом. Вот. И то, что между вами происходит, вот как не клеится, да, это воздействие негатива. Значит, тогда еще проще. Да, негатив просто снимаем, убираем, и вот он, пожалуйста, ваш любимый, дорогой, нормальный, адекватный, и все у вас получается. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.